В селе Кышлав Белогорского района сохранилось очень много вот таких вот старых домов с черепичными крышами. Это болгарские дома. Кышлав было одним из самых больших болгарских сел в Крыму. По одной из версий, во времена Крымского ханства на этом месте находилось село Кышлав, покинутое жителями. По другой, всего лишь зимнее стойбище для овец, что подтверждает и название села. Кышлав с крымско-татарского «зимовка» – зимнее пастбище. В конце 18 века владелец этих земель Али Мурза Ширинский продал их, и позднее здесь образовалась болгарская колония. Тогда же и появились дома – двух-трехкомнатные, сложенные из самана и покрытые черепицей татаркой. В июне 44-го крымские болгары, как и крымские татары, были выселены из Крыма. Село Кышлав опустело. Вскоре его заселили переселенцами из Курской области, которые живут здесь до сих пор. Тогда же Кышлав переименовали в Курское. С какого, вы сказали, года здесь? С 44-го года. После, как освободили Крым, войну, и нас с Курской и заселили. Там погибли, дом, все разбили немцы. И вот мы так и живем. Родители померли. Сегодня о болгарской культуре в селе напоминают лишь эти старинные дома. Болгар сейчас нету, да, в селе? Нет, ни одного. Их же выслали всех. И они не вернулись еще? Нет. Так, приезжали вот эти уже ихние там дети, может, внуки, просто смотреть, где жили ихние предки. Новая страница крымско-татарской истории Кышлава началась с возвращением крымских татар на родину. Как и везде, в Кышлаве в первые годы было тяжело закрепиться, но народ справился. Пехине yaşadık. Откуда приехали туда, иди, продажники deyip söylüyor. Понаехали сюда татары deyip söylüyor. 91 yılı geldik bunda. Biz gelsek уже başlamında bağlar, güzel bağlar var idi. Sığır nesi ferması var idi. Su çıkar ediler, ekmek pişirir ediler. Pek güzel idi. Komşu güzel yaşayık. Халкımız güzel, мабетик. Сейчас около 500 жителей Кышлава – крымские татары. Это больше трети местного населения. Bu baştaş cemaatimizi sürgünlüğüne için koyuldu. Это место у нас стало символическим. Мы здесь 18 мая собираются наши старики, вспоминают тарих. Своими силами местные мусульмане начали строить в селе мечеть. Смысл глубок был в том, чтобы участие этой мечети чтобы принимал весь народ. Старики, которым 80 лет, 90 лет, которые не могут кружку воды поднять, слыша, что идет кладка на мечети, просили, чтобы отвезли их на мечеть, чтобы один камень поставить. Сейчас многие жители Кышлава пристраивают к старым домам новые, черепичную крышу меняют на более современный шифер или профиль, деревянные окна на пластиковые. Но старинных домов, стоящих здесь больше века, в селе по-прежнему много. Хозяева не просто живут в них, но и стараются сохранить богатое наследие. Так увлечение Татьяны Станиславской стариной переросло в целый мини-музей, который она собрала в своей летней кухне. Сначала мы со старшей дочкой сплели плетень, беседку. А потом так то ли ностальгия, то ли что. То горшочек, то вышитый рушничок. К маме на Днепропетровщину ездили. То прялочка, то кувшинчик, то горшочек. И потом как-то оно так собралось. Тетка ермо мне подогнала. Бандуру, помню, бандура была еще действующая. Я так особо не афиширую, это чисто для души. Но моя дверь всегда для всех открыта. Сохранить сокровища прошлого стараются и другие жители Кышлава. Этот гугум, кувшин для воды, бабушка Энвера Боджек в 1944 году везла с собой в ссылку, а потом он вернулся с ней на родину. Ondan bir hatıra kaldı, işte kartanımdan rahmetli oldu. 92 yaşına rahmetli oldu. O da Kapskur koyunda yaşayıp 13 yaşındaydı, Kırım'dan çıkarıldı onu. Sonra qayıtıp geldi, yine Kapskur'da yaşadı son kadar. 90 senelerde bunda yaşadı, bunda mektebi geldi, bunda okudum. Ondan sonra işte medreseye vardık, o medreseyi bitirip sonunda şimdi imam görevliğini yaparak. Свой домашний музей был у Сейдамета Черкес, но со временем, шутит Сейдамет Ага, он и сам превратился в экспонат. Birinci bu koya geldi rahmetli daim. O Cenket'in Akyar'da iştirak eden adam. Biz tamam o yöndeydik, Kırımski'deydik o vakitler. Sonra bizi de aldı bundan anamdan öyle gelip yerleştik bu kışlava. 60-80 senesi. Toy ansamblı yaptık. Kırım'ın içinde adam da yoktur. Evlenmeye isteği ballar, müzikat yok. Özbekistan'a çağıracaklar mı? Sonra toplandık. Bir tanesi Sivastopol'den, bir tanesi Lenin rayonundan, biz Karasu'dan yaptık bir ansambl. Toylar çaldık bir 4 yıl, 5 yılda. O vakitleri kardeş gibi herkes. O vakitleri даже toya çağırmazlar. İşitti mi varırlar toya.
Andan toplanırdı bilmeyeyim. Ana kadem evlendi 71 senesi. 300 tane adam vardı. Andan geldi adamlar. Tam ondan, bundan. Сегодня Кышлав – крупное развивающееся село, в котором живут около 1500 человек. Они занимаются животноводством, выращивают сады или ездят работать в Судак, расположенный неподалеку. Старинная архитектура с живописной местной природой делают Кышлав привлекательным местом для туристов и жителей Крыма.